Я вас всех приветствую на нашем канале Политгараж. Про вас не забывает. И мы снимаем для вас новые ролики об алмазной столице, городе Мирном, Республика Саха, Якутия. Хочу сразу всех поблагодарить за то, что вы смотрите наш канал, за то, что оставляете внизу. Сейчас едем просто на машине. Что оставляете внизу под видео свои комментарии. Огромное-огромное всем вам спасибо. И на будущее не забывайте обязательно этого делать. Ну, как ни крути, в стране у нас ситуация такая, что не все однозначно воспринимают ее. И, конечно, пишут нам зачастую, мы вроде как решили аполитично себя вести. Я тоже решил больше пока политических никаких роликов не выкладывать и не оставлять никаких комментариев, но народ все равно оставляет и пишет нам сводки с фронтов там. Ну, короче, я, если честно, даже не успел их просмотреть, не знаю, что там нам прислали, что написали. Вот, ну, я думаю, что там тоже какие-то неоднозначные, наверное, будут ссылки. Ну, это ладно, это лирическое отступление. А в нашем городе все-таки наступает потихоньку весна. Сегодня температура до плюс 2 градусов повысилась. Плюс 2 градуса для нас в марте месяце, это, знаете, ой-ой-ой. Это прямо-таки коллапс какой-то. Я вам сейчас покажу, что у нас творится на улицах. Смотрите, сколько у нас автомобилей, блин, все. Вы все жалуетесь, что у нас ни людей, ни машин нету. Вот люди на остановке стоят, люди в машинах едут. У нас город живет, город развивается, город строится. Никуда никто не убегает. Помнится, в прошлом году у нас был какой-то катаклизм. Люди начали... Ну, не в прошлом году, вернее. Началось все это с аварии на руднике Мир. И у нас получился такой большой отток населения из нашего региона. Потом, что у нас еще? Компания начала оптимизацию. Такой получился, кроме всего прочего, еще и экономический кризис в стране. И у Алроса кризис, и везде, короче, по стране кризис. И получился у нас большой отток населения, очень большие сокращения в компании. Очень много людей уехало из Мирного, многих просто перевели по производственной линии, так сказать, перевели в Новосибирск, кого-то в Москву. Очень много сократили здесь различных должностей, различных подразделений компании Алроса. И люди повыезжали, люди... А теперь сидят и переживают, смотрят наши ролики, страдают, ностальгируют, как же так, город Мирный, как он там без нас. Так, ребята, все хорошо, город Мирный стоит на месте, никуда он не делся, мы живем. Смотрите, вот видите, вот машины кругом, люди вот дорогу переходят, магазины, с колясками очень много народу. А коляски, это, сами знаете, это прирост населения, это восстановление нашей как это называется, демографии. Телерадиокомпания «Алмазный край», я вас всех приветствую, друзья, огромный всем привет. И мы вас смотрим, не забываем, обязательно мы на вас подписаны. А мы едем дальше. Опять нашу алмазную столицу посетил автомобиль с красивыми клубничками, нарисованными на бортах. Да, именно из Приморья приехал к нам опять автомобильчик с клубникой. Клубника нынче подорожала. Если вы помните, я в прошлых выпусках говорил, что клубничка у нас стоила 1500 рублей за 3 литра. Теперь она стоит 1700 рублей за 3 литра. Стоила. Сейчас мы поедем туда и посмотрим, и заодно
посмотрим, какая нынче цена. Все-таки весна, март 2022 года. И последние деньки буквально марта. Смотрел вчера ролик Олеся Петровича. Конечно, сочувствую ему, что он потерял прибыль от Ютуба. У нас не было прибыли, и мы ничего не потеряли. Мы продолжаем снимать наши ролики и, так сказать, рассказывать людям, просто рассказывать о нашем городе в Якутии. А вот Олесь Петрович, конечно, и как многие другие блогеры, получавшие, можно сказать, это единственный, можно сказать, их был машут нам наши подписчики. Это был единственный способ зарабатывания денег зимой. Но благо пришла весна, начал таять снег, повысилась температура, и он смог завести свой чудесный грузовик. Мы тоже наш грузовичок уже завели. И даже на нем одну маленькую поездку совершили. Ну, чисто по своим делам. Он, в принципе, у нас для этого и служит, чтобы помогать нам в нашей работе. Вот. Да, еще раз хочу сказать, конечно, что YouTube кинул нашего брата. Но, вот, как сказать-то, блин, вот все надеются, все ждут, что вся эта ситуация с YouTube нормализуется и вернут нам рекламу, вернут нам монетизацию, и YouTube снова будет приносить доход нашим блогерам. Я думаю, что многие согласились бы даже и наполовину того, что было до того, как. Так, сворачиваем мы на улицу Амосова. Объездная улица Амосова. Ух, какой грузовичело, ой-ой-ой, здоровенный какой. На стоянке возле магазина Северянка, говорят, машинка стоит. Сейчас мы доедем, посмотрим. Смотрите, все тает, все вокруг. Дороги уже оголили асфальт. Но по краям вот эти бордюры огромные из снега, с грязного такого черного снега. Вот здесь у нас стояли рыбники, и раньше здесь стояла машина с клубникой, а рыбники так и стоят. Ну, что-то у них только одна, это щука, больше ничего нет. Я, кстати, тут на днях купил карасей, не знаю, кобяйские или какие, просто на рынке видно караси, только-только выловлены, они такие красненькие, красивенькие. Вот, вообще карасики, я вам скажу, с икоркой, обалденные. Я пожарил, просто за уши не это. Ой. Такая вкуснятина, наш якутский карась. Сейчас мы посмотрим клубничку. Вот такая чудо-ягодка. Ну вот, клубнички прикупили. Сейчас попробуем. Сладкая какая. Обалдеть. Блин. Ну, я вам говорил, что скоро уже закроется зимник. Официально был до 1 апреля. Сейчас вроде продлили до 10 апреля зимник. Это Тасюрях, Усть-Кут. А до Якутска, я даже не знаю, наверное, весь апрель будут ездить. Единственная проблема, значит, когда пойдет наледи пойдут по реке Лена, то уже на Нижних Бестях уже не смогут переправляться. Вот эти ребята, которые возят нам клубнику, они везут ее с Приморья, поэтому путь в 4000 километров до Спаска Дальнего, почти 4000 километров. Последние машинки, наверное, но хотя нет, в апреле, если в апреле будут еще и возить они, то будем, конечно, покупать витамины для нашего брата. Это все. Нам витаминчики надо кушать как можно больше, потому что солнышко у нас даже вот сейчас, смотрите, это вот, наверное, максимальная его точка. День, конечно, стал длиннее, но солнце не сильно высоко поднимается днем. Вот так над горизонтом поднимается, и
с утра до вечера вот оно двигается примерно на такой высоте. Солнышка у нас не хватает, но все равно уже весна, уже все, она хорошо так нас пригревает. Едем, друзья мои, давайте едем. Вот, обязательно в каждый ролик вам включаю я полеты на квадрокоптере. Эти полеты у нас все в записи. Новых пока не будет, пока я не получу от Роскомнадзора, что ли, регистрационный номер на квадрокоптер. Как только он придет, мы возобновим наши полеты. И ну, вы сами видите, там на видео зима еще такая, не как вот сейчас, видите, дороги уже черные, да и снег вокруг тоже почернел. Там везде еще у нас на видео зима. Какой ролик включить вам, с какого района города, пишите в комментариях, я вам буду включать, потому что у нас есть очень много отснятого материала, я его никуда не деваю, накапливаю. То есть какие улицы вас интересуют, пишите, будем смотреть. Если не будет хватать, то будем еще доснимать. Сейчас город, конечно, не такой красивый, как зимой или летом. Весна, осень, но сами понимаете, не очень. Совсем не очень. Вот как-то вот так вот, как сегодня. В грязи. Ну, как бы с высоты птичьего полета смотрится очень даже и ничего. В принципе, архитектура у нас уже не такая, как была в 70-х, 80-х годах, а все-таки уже многоэтажная. Все равно это намного интереснее смотрится и красивенько так. Ну, не спорю, конечно, это не Санкт-Петербург, хотя хотелось бы побывать там, хотелось бы поснимать для вас всякие разные красивости, дворцы. Ну, в общем, кто был, тот в курсе. Так, мы сворачиваем сейчас с Самосова на Комсомольскую. Ну, эти маршруты у вас, для вас уже достаточно для всех знакомы. Кафе Travels. Проезжаем мимо бывшей кафе Юность, по-моему, да, он назывался. Магазин Темп на месте. Такой же облезлый, как и 40 и 50 лет назад, наверное. Кстати, на старых фотках вот здесь у нас стояла, по-моему, библиотека, да, по-моему, библиотека, по-моему, вот здесь стояла, вместо вот этой девятины. Между Темпом и вот этим перекрестком была библиотека. Там на старых фотографиях мы частенько уже эти фотки обмусоливали и всяко разное об них там уже рассказывали и показывали, восстанавливали. Вот здесь стояла старая почта деревянная, и здесь полностью квартал был застроен двухэтажками, кто помнит. Очень-очень много здесь было двухэтажек таких древних. Вот там на углу стояла почта. Мы всегда со школы, с 12-й школы бегали туда покупать марки. Ну, кто помнит, да, коллекционировали же все марки. Все, вот такие вот дела. А мы едем дальше. Будут новости, будем снимать дальше. Сегодня посетим магазин Северянка, торговый центр Северянка. Там, говорят, открылся новый отдел бытовой химии, всякого такого. Сейчас глянем. Здесь дары Якутии. Судачок вяленый 850 рублей. Щучка. Муксун, пласт. Копченый 900 рублей, кита 1100. Икорка 1800 рублей. И щучка соленая 450 рублей. Продовольственный магазин, тоже надо посмотреть, что там изменилось.
Табачный отдел, кто курит вейпы и всякие там штуковины. Есть такой отдельчик. Так, тут одежка. Фитоаптека. Дискаунтер. Алкогольный магазин. Это новшество, конечно. Я такого не видел. Очень много новых отделов открывалось. О, кстати, магазин электроники. Smart House. То есть тут всякое разное такое, воздухоочистители, пылесосы, всякие пылесосы, роботы даже есть, аудиосистемы, самокаты и всякое такое разное. Барбершоп. Бритье, стрижки. Бытовая химия. Да, кстати, бытовая химия, получается, они были, это не долина здесь была, долина у нас ушла из торгового комплекса. Помните, на втором этаже было? Да, здесь уже ничего нет. Так вот, магазин Кристина, второй этаж. Долина ушла со второго этажа магазина Кристина. И вот этот магазин, который здесь хозяйственный, вот, который мы только что прошли, он переехал туда, в Кристину, на второй этаж. Короче говоря, свято место пусто не бывает. Сейчас мы зайдем, посмотрим фрукты и овощи в магазине Северянка. Дары Якутии советуем посетить. Здесь всегда свеженькая рыбка. Приходите. Ну что у нас тут есть? Огурцы из Новосибирска, их только нету, они 295 рублей стоили. Помидоры 430 из Ташкента. Виноград Победа 315 рублей. Лучок 80 рублей. Картошка 89 рублей. Морковь грязная 100 рублей. Морковь мытая 195. Чесночок 100 рублей. Молоко Простоквашино 155 рублей. Сгущенка Рогачев 140. Отборная Простоквашино 205 р. Кефир Биринского молокозавода 167 рублей, вот такой 3,2%. Маленький 98 рублей. Снежок 115 рублей. Творожок вот такой 265 за полкило. Тортики местных производителей. Цена вот такой тортик сметанный 600, шоколадный восторг 690 рублей. Жозефина 800 граммовый торт. Наверное, также стоит. Совхозный 110 рублей десяток. Что тут? Шашлычок. Стейк в брусничном маринаде 588 рублей. Крылышки 372 рубля килограмм. Холодец деревенский местного производителя этого магазина 190 рублей за полкило. Что-то ничего мясного нету. Ну, пицца зато есть. 95 рублей 100 грамм. Пицца.
Баварская, пепперони, маргарита, мясная. Ну, как-то так. Основные продукты вам обозрел. А мы едем дальше. Погода непредсказуемая в нашем краю вообще. Вот только что солнышко светило, блин. Смотрите, опять. Нифига себе. Вот это, да. Вот это, блин, поворот. Снегопад, смотрите. Только что здесь все было чисто. Вот это апрель месяц нас встретил первым снегопадом. В алмазной столице, как всегда, погода опять поменялась. Опять солнце, мороз, между прочим, минус 6 градусов и сильнейший какой-то ветер, который срывает последние, хотел сказать, листочки с деревьев. Нет, снег, который оставался, еще сдуло весь напрочь. Минус 6 и сильный ветер, это не очень приятно. Мы с вами едем по улице Тихонова, да? Проезжаем РНГ. Может быть, кто-то днем не видел, как оно выглядит. Вот флажки развиваются, даже доска почета имеется. Так, что еще? Магазин СРГ, Зеленый дом, магазин Альфа на остановке, он никуда не делся, так и остался он на этом месте. И подъезжаем к бывшему Вилюйскому. Как это раньше было, я не помню уже. Не техникум, а университет был Тихонова 5/1. Якутский государственный университет. Магазин Атлант. Банк ВТБ Тихонова 3/1, по-моему. Так, здесь у нас справа сортировка алмазов, центр сортировки. Не знаю, работает сейчас или нет. Ну, на вид вроде снежок убран, все нормально. Профилакторий Горняк, вот там видно между домами, просвечивается. Так, и 9 общежитие. Может быть, такая необычная тема для вас. Это автомагазин. Как-то я обещал показать вам его изнутри. Магазин японец, так называемый, или по нынешнему он Кэскил. Посмотрим. Мне как раз надо запчасти кое-какие купить. Конечно, очень много можно рассказывать про то, что тут есть, что и почем, какие цены. Мобил 5В30 для бензиновая по нынешним целям 5800 стоит, 540, 5300. Очень много различного инструмента. Вот такие даже есть накладные бампера, багажники, моторы лодочные, болотоходы. Кстати, ценник такого мотора 15 лошадей 84 300 рублей. Ну, различные приспособы, лебедки, масла. Смотрите, кенгурины, пороги, резина, корыта какие-то вот эти прицепные. Резина различная. Вот такие приспособы тут есть. Ух ты. Моторы лодочные вот такие есть. Велики, прицепы. Даже снегоход есть. А вон какой вездеход есть. Прикольный. С прицепом. Второй этаж покажу в следующем выпуске. Потому что на запчасть мы купили, надо ехать устанавливать. Вот, друзья, всем, кому нужны автозапчасти или какие-нибудь аксессуары для ваших автомобилей, добро пожаловать в магазин Кэскил. Сам как бы пользуюсь их
услугами. И всегда доволен, в принципе. Ну, недорого. Относительно, конечно, недорого для нашего региона. А наш город славится своими ценами на все практически. И на продукты, и на всякие разные материалы, на строительные материалы, и на просто на покушать. У нас все немножко дороже стоит, чем на периферии в каких-либо других городах и весях России. Вот. Добро пожаловать в магазин Кэскилл, еще раз скажу. Ну, а на этом, наверное, наш короткий выпуск сегодня мы заканчиваем. Такие вот обзоры магазинов, цен, да и просто улиц нашего города для вас заснял, показал. И огромное всем спасибо за то, что вы смотрите. Не забывайте оставить свои комментарии под нашими роликами. Вот. Так и продолжайте смотреть и лайкать вот прям вот так. Ну, кому не нравится, можете вот так ставить. Огромное отдельно всем спасибо, кто там нам добавляет нам почвы для размышлений и продолжает там немножко политизировать наш канал. Я, конечно, сам виноват, что начал эту эпопею. Все, на этом ролик закончили окончательно. Внизу лайк поставили, подписались на канал и оставили внизу комментарий. Все, давайте, огромное всем спасибо, счастья, здоровья, оставаться всем здоровыми и живыми обязательно. Все, до новых встреч.